выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля открыта выставка первая, приуроченная к году российского кино, и называется она «Казань. Кинематограф из века в век». Выставка «Казань. Кинематограф из века в век» подробно рассказывает об истории татарского кинематографа с момента ее зарождения, момента ее развития и сегодняшней ее деятельности, с биографиями, фактами и архивными фильмами, которые вы можете посмотреть в нашем зале. Дата основания первого кинотеатра в Казани – это 1908 год. В 1908 году на базе театров казанских начинают открываться первые кинотеатры, где устанавливаются первые кинотеатры установки и транслируются фильмы. Как мы понимаем, спустя несколько лет наступает начало Первой мировой войны, и фильмопроизводство, что следует отметить, в Казани не прекращается в этот момент. Единственное, что закрываются, это трактиры, которые находились за территорией города и работали как любительские кинотеатры, где люди могли остановиться и присоединиться к просмотру фильмов. Они свою работу прекращают, а кинотеатры, которые находились в Казани, свою работу активно продолжают. И более того, фильмы, архивные фильмы, которые сейчас существуют, это съемки с боевых действий, они привозятся в Казань в течение 3 дней на поезде из Москвы с самых боевых действий. И контент все время обновляется, то есть видео показывали разные, новые и разнообразные в этом плане. Первые любительские кадры и первые кинофильмы рассказывали о событиях города, массовых событиях города, которые собирали большие аудитории. Не все на них могли побывать, и когда эти фильмы транслировались в кинотеатрах, люди с удовольствием на них ходили. Примером таких фильмов является «Полет Васильева». «Полет Васильева» состоялся на Казанском аэродроме в 1908 году, 1910 году. И вот такие вот кадры первых фильмов, они действительно пользовались большим спросом. Спустя немного времени, в 1917 году, в феврале месяце, образуется первый киносоюз. Сначала это происходит в Москве в начале марта, и у нас в Казани спустя 2 недели образуется киносоюз татарстанский, наш казанский. И это дает большой толчок в развитии кинематографа в дальнейшем. Для того, чтобы фильмы продолжать снимать уже более профессионально, образуется первая организация по съемке фильмов, которая формирует первый штат и занимается профессиональной съемкой кинематографа. Это была организация «Тат-кино». При образовании она ставит перед собой 2 задачи – это снять игровой фильм и снять документальный фильм. Первый документальный фильм назывался «Татарстан. Страна 4 рек» и был снят в 1926 году. Первый игровой фильм назывался «Булат-Батыр». Его премьера состоялась под звуки живого оркестра. Этот фильм рассказывал об укладе и проблеме отцов и детей, он был достаточно востребован в то время, и его архивные записи существуют до сих пор по сей день в национальных архивах. И также в выставочном зале «Манеж» проходит трансляция этих уникальных кадров архивных, которые возможно увидеть только один раз во время экспозиции выставки. «Татарстан. Страна 4 рек», «Татарстан. Страна 4 рек» фильм также уникален, его архивные записи также сохранились. Он рассказывал об укладе жизни всего Поволжья и о том, как люди жили, о их бытии и их жизни, их деятельности. Большим толчком также в развитии кинематографа становится создание первого союза сценаристов, то есть первого сценарного курсов, которые заканчивали знаменитые поэты Республики Татарстан, писатели, люди, которые этим делом занимались, они первые заканчивают курсы сценаристов. Среди них был Союз кинематографистов образовался в 1926 году. Это был союз энтузиастов достаточно, потому что после революционных событий в Республике Татарстан вообще с процессом съемок фильмов было достаточно большие трудности, так как не было ни техники, ни пленок, ни специалистов, ни сценаристов, и всем этим профессиям обучались с нуля. И были это активисты-пионеры организации «Тат-кино». Таким образом, первыми сценаристами становятся знаменитые татарстанские поэты, в числе которых был Шамиль Усманов, Хадид Такташ, знаменитые деятели, которые стояли у истоков создания Союза писателей на тот момент в республике. Это было большим достижением, и действительно работа потом по съемке фильмов имеет большой плюс, потому что сценарии к фильмам пишут разнообразные, записываются и имеют большой спрос. Казанская киностудия – это организация после «Тат-кино», которая профессионально занимается и продолжает съемку фильмов, пережила 2 дня рождения. Это 1931 год и 1961 год. Это было связано с Великой Отечественной войной, Второй мировой войной. То есть действительно, когда кинематограф был на длительный срок прекращен,
только в 1962 году в студии возобновляет свою работу. У него было 3 директора, 3 человека действительно очень большой выдержки. Это Анатолий Краев, это Игорь Николаевич Алексеев и Михаил Михайлович. Михаил Михайлович, последний директор, он до сих пор жив, здоров, также продолжает свою деятельность. То есть это люди, которые стояли у истоков создания и то есть, большие силы, большой труд вкладывали в развитие этой отрасли в Татарстане. Стоит отметить одну картину, которая большую известность принесла именно Казанской киностудии. Это кинофильм, документальный биографичный кинофильм «Эрзя». Широкоэкранная картина, полнометражный фильм, рассказывала о жизни скульптора Степана Дмитриевича Эрзи, о его работах, о его скульптурах, о его творчестве, жизни, жизненном пути, биографии. И на Всесоюзном фестивале, когда этот фильм был представлен, его купило более 90 стран мира. Это большой успех, колоссальный успех, естественно, после того, как 90 стран мира приобретают картину Эрзи в свой прокат, жизни скульптора становится всемирно известной, и, естественно, большой потенциал, большое развитие, большой успех приобретает Казанская киностудия. Так как они ее узнают, они говорят. То есть об этом тоже действительно мы помним и знаем, и Казанская киностудия в этом плане была образцово-показательной студией, которая проходила в тот момент существования достаточно строгой цензуры, все цензурные какие-то рамки всегда, то есть после Москвы она была такой передовой и, в общем-то, держала марку, поэтому в этом плане на Казанскую киностудию равнялись. То есть это были фильмы качественные, профессиональные по сценарному, кинематографическому какому-то подходу. В этом плане она была такой образцовой. Также современная зона фестиваля представлена в нашей зоне, 7-я зона выставочного зала, которая подробно рассказывает фотографиями и текстами о мусульманском кино, которое с 2005 года проходит в Казани. Это действительно событие очень значимое, очень красочное, очень масштабное, и им гордится Татарстан. Действительно, это большой успех, поэтому здесь представлены те люди, которые посещают фестиваль, деятели культуры Республики Татарстан, Российской Федерации, звезды мирового кинематографа. Это достаточно такой очень познавательный, интересный стенд достижений мусульманского кино. Представлены статуэтки, которые вручаются за лучшие работы, за участие, премии и так далее. То есть можно посмотреть, с этим можно ознакомиться и действительно вот так вот стать частью этого большого, действительно уникального процесса. Зона молодежного кино – это зона альтернативная, которая представлена в выставочном зале Манежа, и здесь представлены достижения кинематографа на сегодняшний день молодых ребят-режиссеров и молодых ребят, которые трудятся над созданием фильмов. Это выпускники Казанского института культуры, кафедры кинематографии, которая работает с 2008 года, выпускает своих действительно студентов для дальнейшего такое будущее творческое. Многие из них заканчивают другие впоследствии, многие из них трудятся в Казани, то есть это очень талантливые ребята с большим потенциалом. Они снимают работы очень интересные, необычные, нестандартные, с новым свежим видением на различные тематики, на различные проблемы современности, освещают абсолютно разные области социальной какой-то жизни. И эти фильмы можно посмотреть здесь. То есть это очень большой спектр и достаточно длинный список этих киноработ, которые можно выбрать и ознакомиться с ними, посмотреть, пересмотреть. То есть это все очень интересно. Для удобства здесь дедекорированы подоконники, то есть действительно очень интересно. И также можно познакомиться подробнее с историей кафедры кинематографии на базе Института культуры, где представлены действительно педагоги, ребята, которые окончили фестивали, достижения и так далее. То есть и также рассказывается о студиях мультипликации, которые на сегодняшний день в Казани снимают замечательные мультфильмы для детской аудитории, зрителей, и на сегодняшний день активно существуют и занимаются съемкой и разработкой таких картин мультипликационных.